Ноябрь 1588 года вошел в историю как точка отсчета начала установления дружественных и добрососедских отношений чеченского общества с Россией. Именно в ноябре этого года в Москву прибывает первое вайнавское посольство во главе с лидером Акинского общества Батаем Шехмурзой Окотским, который документально и оформляет принятие русского подданства князем. По тем временам Аух имел свою княжескую династию кумыкского происхождения. В 80-х годах XVI века Шехмурза Окотский стал одним из самых влиятельных союзников в Руси на Кавказе. Он отправлял послов в Москву и получал жалованные грамоты и богатые дары. Его влияние распространялось не только на Аух, но и на равнинные земли Чечни и части Северного Дагестана. Длительное время акачане служили своеобразным дипломатическим воинством русского царства на Кавказе, выполняя самые разнообразные поручения и занимаясь наряду со службой, земледелием и торговлей. В ноябре 1852 года знаменитый немецкий геолог и исследователь Абих Герман Вильгельмович начинает свои изыскания по изучению минеральных источников вдоль Качкалыкского хребта, простирающегося между низовьями Терека и Сулака. Эти исследования впоследствии оказали существенную услугу в деле развития в Чечне и на Северном Кавказе в целом курортного дела на основе целебных свойств минеральных источников. Абих Герман Вильгельмович родился в начале XIX века в Берлине. В 1844 году он отправляется на Кавказ. Увлеченный грандиозной природой Кавказа, Абих решил принести ей в жертву свою научную деятельность и кафедру геологии в Дербте, и в 1854 году окончательно поселился на Кавказе, где и прожил до 1877 года, работая неутомимо и самоотверженно. Абих впервые научно определил орфографический характер Кавказа, главное направление поднятия гор, их древность, взаимную связь и отношение к рельефу Старого Света. 12 ноября 1918 года закончились знаменитые стодневные бои в Грозном, которые начались еще в августе этого же года. Город был окружен враждебно настроенной к власти Советов частью казачества, возглавляемой Лазарем Бичераховым. Оборону Грозного возглавил председатель Центрального совета рабочих и военных депутатов Николай Гекалов. Нападение более 12 тысяч белоказаков отбивало лишь 3,5 тысячи защитников Грозного. В августе, придавая важное значение обороне Грозного, Совет народных комиссаров принял постановление, подписанное Лениным, об оказании городу военной и иной помощи. В итоге, к середине ноября грузинский пролетариат при помощи чеченской и сунжурской казачьей красных армий на голову разбил бичераховцев. 14 ноября 1918 года на Дровяной площади Грозного состоялся митинг, а затем парад частей грузинской, сунжурской и чеченской красных армий. Серго Орджоникидзе лично телеграфировал Ленину о победе красных войск и о состоявшихся по этому случаю торжествах. 7 ноября 1924 года газета «Нефтерабочий» переименована в «Грозненский рабочий». Именно это имя на долгие годы и закрепилось за газетой, которая популярна и работает по сей день. Начав издаваться большевиками в марте 1917 года под названием «Товарищ», газета поменяла несколько названий: «Известия Грузинского совета рабочих», «Крестьянских и казачьих депутатов», «Красный труд», а с 1924 года выходит под названием «Грозненский рабочий». Уже в первые годы своего существования газета привлекла серьезные журналистские кадры. Одним из первых ее редакторов был Катаев, известный в ту пору литератор. В 20-х годах в газете работали писатели, поэты, публицисты, имена которых были известны всей советской России. В 60-80-х годах газета стала настоящей кузницей журналистских кадров. Многие сотрудники газеты впоследствии стали ведущими журналистами московских и центральных изданий. 1 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за беспримерное мужество и героизм, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза Ирбайхану Бейбулатову. Командуя стрелковым батальоном в боях за город Мелитополь, Бейбулатов проявил незаурядные организаторские способности в трудных условиях уличного боя. Батальон под его командованием отразил 19 контратак противника и уничтожил 7 танков и более 1000 гитлеровцев. Сам командир в этих боях принял героическую смерть. Примерно в это же время, в ноябре-декабре 1943 года, на его родине распространяются слухи о том, что чеченцы и ингуши будут выселены. Многие в это не верят. Однако уже во второй половине января 1944 года в Грозный в большом количестве прибывают особые части войск НКВД. И уже 23 февраля 1944 начинается поголовная депортация чеченцев и ингушей и упраздняется чечено-ингушская автономия.
5 ноября 1938 года в Грозном открылся Русский драматический театр. Театр был образован специальным постановлением Совнаркома ЧССР. Первая работа коллектива театра была показана зрителям уже в ноябре 1938 года. Это был спектакль по пьесе Погодина «Человек с ружьем». В 1941 году, в дни столетия гибели Лермонтова, театр получил имя великого русского классика. Во время Великой Отечественной войны театр на 2 года был эвакуирован в Восточную Сибирь. Театр в республике всегда особым образом ощущал свою миссию и предназначение, которые состоят в том, чтобы через высокие образцы многонационального искусства приобщать зрителей к общим культурным процессам страны. В свое время на его сцене были поставлены спектакли «Иванов» и «Дядя Ваня» Антона Чехова, «Преступление и наказание» инсценировка Родзинского по роману Достоевского, «Обыкновенная история» инсценировка Розова по роману Гончарова и многие другие. В ноябре 1968 года в городе Грозном открыт памятник пожарным в борьбе с огнем в годы Великой Отечественной войны, Дни обороны города. Автор проекта памятника выступил скульптор Мамилов. Скульптурная композиция напоминает о героических днях обороны Грозного, когда в суровые октябрьские дни 1942 года в ходе битвы за Кавказ немецкие фашисты, осознав, что захват Грозного им не под силу, решили его уничтожить с воздуха. В те дни десятки самолетов сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы в район сосредоточения нефтеперерабатывающих заводов. 5 дней продолжалось невиданное сражение с огнем. Было потушено более 200 пожаров, спасены нефтеустановки, нефтехранилища. Вместе с пожарными охранами боролись с огнем и рабочие заводов, и молодежь города. В память о героической борьбе пожарных с огнем, о павших бойцах и воздвигнут монумент. 2 ноября 1992 года умерла легенда чеченской эстрады, народной артистка ЧССР Марьям Айдамирова. Ее влияние на становление чеченской эстрады трудно переоценить. Родилась Марьям в 1924 году в селении Бенаюрт Надтеричного района. Петь начала еще в детстве на концертах школьной художественной самодеятельности. Уже в 5 классе талантливая девочка участвовала в конкурсе одаренных детей в Пятигорске. Начало творческой жизни певицы совпало с трудным периодом становления национальной культуры. Певица была замечена руководством Казахского оперного театра. Ее пригласили в концертную бригаду. В 1956 под конец ссылки в Алмате был объявлен набор артистов в чечено-ингушский ансамбль песни и танца. Марьям выдержала испытания. Она проработала в Государственной филармонии 35 лет. В сердцах чеченцев она осталась вечно неувядающей, неповторимой Марьям Айдамировой, прожившей долгую, сложную и очень яркую жизнь. В ноябре 2005 года Рамзан Кадыров стал исполняющим обязанности председателя правительства Чеченской Республики. Именно с этой даты и с этой должностью начался стремительный взлет Рамзана Кадырова как яркого и наиболее успешного политика общественно-политической жизни современной России. Этот день стал еще одним важным шагом на пути мирного и стабильного развития республики. 4 марта 2006 года Кадыров становится председателем правительства республики. В начале марта 2007 года президент Российской Федерации официально предлагает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. Уже 2 марта 2007 года парламент Чеченской Республики одобрил наделение Кадырова полномочиями президента. За это решение тогда высказались 55 депутатов из обеих палат. Работа по возрождению Чеченской Республики, укрепление фундамента мирного и стабильного развития республики, обеспечение безопасности граждан, повышение благосостояния и уровня качества жизни Рамзан Кадыров продолжил уже в новом качестве.